Свою рабочую поездку глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун начал с села Псырцха. Численность населения около 1350 человек. На сегодняшний день здесь остро стоит вопрос нехватки воды. Также устарели водопроводные трубы, которые были установлены еще в 60-х годах прошлого века. Частичные замены мы где-то проводим, но таких финансов, естественно, мы не имеем, чтобы заменить весь водопровод. Это самая первая большая проблема, которая у нас есть. У нас вся вода родниковая, и она идет самотеком во все дома. У нас накопительный бассейн один и баки. Но проблема в том, что в засуху половина из этих родников, даже большая часть, они пересыхают. И вот мы пользуемся там двумя-тремя, которые остаются. Мы проводили изыскательские работы, есть место, где можно пробурить. Вот сейчас с Семеновичем поговорили, будем на это как-то рассчитывать, что получится у нас что-то. Второй вопрос, который беспокоит жителей села Псырцха, это отсутствие мусоровоза. Мусорные баки наполняются очень быстро, а мусор вывозится в день один раз. Мы не можем мусор убрать. У нас нету техники для мусора. Нету физически, ее не существует, нету. Мусоровоза нету. Платим, вот Дима не даст соврать, платим бешеные деньги афонской администрации, чтобы они собирали. Но пока еще нет такого сильного курортного сезона. Но прошлый год, позапрошлый год, когда были курортные сезоны сильные, даже афонцы, при том, что им давали там и дизель и так далее, они не успевали. У нас горы мусора лежат. На встрече с главой администрации жители села Псырцха подняли важные и волнующие их вопросы, в том числе вопрос установки искусственной дорожной неровности при въезде в село. Проблемы в весенний период – это пахота, отсутствие техники. И здесь рельеф не позволяет пользоваться трактором «Беларусь». Здесь нужна гусеничная техника, которая необходима сельчанам. Будем рассматривать вопрос обеспечения техникой. Что касается водовода, проблема она существует. Здесь скважин нет головного резервуара. При этом прибрежная часть она развивается в сторону курортного строительства, объектов новых. И поэтому надо думать, не откладывая, над решением этого вопроса. И рассмотрели еще ряд других вопросов. Я думаю, мы поняли и друг друга, и взаимопонимание с населением села, и между администрацией она присутствует. Астамур Аргун также провел встречу с жителями Нового Афона. Инфраструктура, ЖКХ, здравоохранение, бесхозный скот на улицах, водоснабжение. Были затронуты много насущных и злободневных тем. Но одной из самых острых проблем на сегодняшний день в Гудаутском районе, в том числе в Афоне, остается устаревшая канализация и отсутствие полноценных очистных сооружений. Стоки нередко попадают в окружающую среду и в море. Это вызывает риск развития кишечных вирусных инфекций. По словам Тимура Оторба, в Афоне идет поэтапная установка КНС. Основную часть работ последние даже года проводимых и проведенных в отношении водоснабжения, канализационной системы, да, это все было проведено за счет средств инвестиционной программы социально-экономического развития Российской Федерации и Абхазии. Первым этапом была проведена укладка порядка 15 километров труб водоснабжения. Это 2020-2022 года. В этот же период проводилось устройство также канализационных труб, тоже порядка 15-16 километров. Вторым этапом проведены работы высокого давления, укладка труб, тоже канализационной системы. Третьим этапом проведена работа и до сих пор проводится это устройство КНС по городу. В смысле, тут как бы решаемые вопросы однодневные не существуют, и они, естественно, упираются в немаленькие средства, к сожалению, не обладающими ни мы, ни район, ну и порой зачастую наша республика в целом. Дальнейшее развитие идет и города, и района в целом. В будущем мы тоже должны предусмотреть, насколько мы готовы к тому, чтобы новые строения возводить. Проблему надо выносить на республиканский уровень. Мы должны обобщить информацию с каждой точки нашего района для того, чтобы в будущем
ждать помощи от республиканского бюджета. Стоит отметить, что в Гудаутском районе нет мусорного полигона, и весь мусор приходится вывозить на Гагарский полигон. Мусорный полигон в Гудаутском районе был, но он располагался на берегу моря, примыкая к пляжу. В связи с этим полигон был закрыт. Мы вынуждены вывозить в Гагарский район, полигон пока принимает, но там тоже он не безразмерный, проблемы в ближайшее время могут возникнуть. А в дальнейшем плане работы на республиканском уровне и санэпидстанция, и администрация, она ставит, и при любой встрече с руководством страны эти вопросы обсуждаются. На улице братьев Лазба, которая относится к селу Анхуа, больше 30 домов, и жители здесь совсем без питьевой воды. Пару лет назад, вот, когда государство выделило небольшое количество труб, нам с бассейна провели воду, но потом отрезали, сказали, что городу не хватает воды, бассейн очень быстро иссякает. Но мы живем без воды, понимаете, это речная вода, которая... Там больше 30 домов. У нас есть дети. Воду питьевую мы покупаем. Начальник пожарной части Нового Афона Сат Бягарбе обратился к главе Гудауты с просьбой помочь найти новое здание для службы, поскольку пожарная часть расположена вблизи водопада, и когда большое скопление людей и машин, пожарным тяжело выехать на вызов. Глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун также посетил Новоафонскую городскую больницу. Необходимость ремонта больницы – это важная социальная проблема, которая находится в центре внимания местных властей и профильных ведомств. Лаура Капш, Адам Ирдженя, Абхазское телевидение.